Миллионы православных по всему миру отмечают Рождество Христово. Этому дню предшествовал 40-дневный строгий пост. Торжественную службу православные, проживающие в Ингушетии, проводят в Сунжанском храме, украшенном еловыми ветвями. Приходят целыми семьями еще с раннего утра, и стар, и млад тянутся отогреться теплом рождественской литургии. Это один из главных христианских праздников в честь рождения Иисуса Христа. И по традиции предстоятели и священники облачаются в золотые и белые одежды. И во время так называемых царских часов верующие вспоминают ветхозаветные пророчества и события, относящиеся к рождению младенца. К празднику православные христиане готовятся целый месяц к исповеди и причастию. Ждут рождественскую трапезу. Находимся в прекрасном храме. Сегодня замечательная погода, поэтому я думаю, что все это свидетельствует лучше слов о том, что наша республика, она благоукрашается, она развивается, она наполняется свидетельством веры, свидетельством действия Божия в жизни и мусульман, и в жизни и христиан. Поэтому и чем ближе мы к Богу, тем ближе мы становимся друг к другу. А в нашей республике это действительно происходит, поэтому это лучшее свидетельство о том, что наши сердца, наша жизнь меняется. Меняется в первую очередь, конечно, благодаря Всевышнему. Сергей Колодко проживает в Малгобеке с 1954 года. Там он родился и вырос. Помнит каждую рождественскую литургию и каждый год молится в первую очередь о мире. Но сегодня еще просил и за наших бойцов, участвующих в специальной военной операции. Пожелать в это нелегкое, можно сказать, время. Самое главное, чтобы все были здоровы. Чтобы дождались своих сыновей, отцов, братьев. Чтобы все вернулись живыми и здоровыми. Мы хотим мира, мы хотим это, поэтому мы здесь и молимся, и за наших близких. В христианстве высоко чтят родственные связи, призывают поддерживать добрые отношения к соседям, да и вообще ко всему живому, что тесно сопутствует с характером миролюбивого ингушского народа. Поэтому республика стала для них самым настоящим домом. Вот я ездил по России, там, я еще работаю. То в командировке ездил, то так, в гости. И там все удивляются. Слушай, как ты живешь в этой республике? А я, если куда-то уеду, 2-3 дня мне надо обязательно ехать в эту республику, в наш Малгобек. Все говорят, там делать нечего, там ничего хорошего. Нету, не надо, но мне надо, чтобы я был здесь, в Ингушетии. Я вот сейчас, например, хоть я, хоть жена моя, мы очень довольны. У нас 5-этажный дом, мы живем в квартире. У нас, сказать, один сосед плохой мы не можем назвать. У нас все соседи хорошие люди. Ничего не могу сказать. Причаститься и поздравить с этим священным для православных верующих праздником приехал и председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин. Обращаясь к прихожанам, премьер передал слова поздравления от главы региона Махмуда Али Калиматова. Разрешите мне поручить главы республики поздравить нас всех с этим великим праздником Рождеством Христовым. Главная задача Мессии – это мир, счастье, это здоровье в наших семьях, достатки. Над всем этим мы все вместе трудимся. И вы знаете, как глава относится к этим вопросам, начиная от помощи нашим ребятам, которые служат в зоне СВО, мы за них трудимся. Мы поддерживаем наш подшефный Камакский район, отправляем туда гуманитарную помощь. Мы сегодня принимаем беженцев из Палестины. В Ингушетии издавна живут представители разных народов и религий в гармонии и согласии, уважая культуру и духовные ценности друг друга. Жить именно так прописано и в Конституции страны, и регион твердо следует вектору духовного единства. Чтим и живых, и тех, кого с нами нет. Помогаем и бойцам, отстаивающим интересы страны на поле боя, отметил премьер. Уже очень много оказали гуманитарной помощи нашим воинам. Глава сам выезжал на боевые действия. Мы продолжаем поддерживать наших ребят, которые служат в СВО. И у нас есть подшефный Токамакский район. Это один из городов, там где идут
Прямо сейчас еще идут боевые действия, поэтому тоже мы отправили подарки детские, елку 5-метровую. Вот. В этом году с помощью Гуцериева Михаила Сфарбековича были проведены такие работы, как по восстановлению и очистке кладбищ. 33 мусульманских и 7 православных. И понимаете, вот даже на одном из кладбищ была обнаружена могила генерала Слепцова, которая считалась потерянной. На следующий год эта работа будет продолжена, поэтому мы благодарим Михаила Сфарбековича за помощь республике. Ну и в планах у главы есть даже строительство небольшого храма в Магасе. Земля уже выделена, сейчас делается проект. В завершении праздничного богослужения прихожанам вручили рождественские подарки от главы региона Махмуда Али Калиматова. Адам Мережков, Хамзат Халухоев, Новости 24.